Главные события уходящего вторника, 3 марта, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. 24 вывозных рейса с Ближнего Востока запланировали на сегодняшний день российские и зарубежные авиакомпании. Планируется вывести около 4500 пассажиров. Серия отчетов правительства региона продолжается. Сегодня о результатах работы за год минувший рассказали жителям Автодорожного и Сайсарского округов. В Якутии активно проводятся мероприятия по профилактике и борьбе с травлей в образовательных учреждениях. Расскажем, как устроена работа. Тем временем в Ленском районе состоялся оргкомитет по вопросам празднования праздника Баяная, который пройдет уже 3 и 4 апреля в селе Натора. Расскажем подробности. В столице республики пройдет премьера цирковой постановки по мотивам волшебника страны Оз. Жители и гости столицы смогут увидеть знакомую историю о девочке Дороти и ее друзьях. 24 вывозных рейса с Ближнего Востока запланировали на сегодня российские и зарубежные авиакомпании. Об этом сообщил российский Минтранс. Планируется вывести около 4500 пассажиров. Авиакомпании страны подготовят и план-график с количеством вывозных рейсов с Ближнего Востока вплоть до 7 марта. Между тем, в Туркмении открыли дополнительные погранпереходы для эвакуации россиян из Ирана. Об этом пишет парламентская газета. Отмечается, что возобновляют работу еще 4 погранпереходов на границе Ирана и Туркмении. Коллаборация волонтеров из Москвы, Якутска, Нерюнгри, Ростова-на-Дону совместно с опорным пунктом республиканского штаба «Вместе к победе» позволяет оперативно решать вопросы доп. Снабжения лекарственными препаратами, одеждой для раненых, продуктами питания, техникой по заявке Медрот, войсковых частей 5-й армии. О том, какую помощь оказывают якутяне военным медикам, в сюжете Туяры Константиновой. От имени бойцов Медроты 2-го батальона передаем благодарность за гуманитарную помощь Совету ветеранов войны, тыла, труда и правоохранительных органов при постоянном представительстве Республики Саха при президенте Российской Федерации и лично Светлане Ивановне Халюшковой и волонтерскому движению «Зов Севера». Волонтерские сообщества Якутии укрепляют межрегиональные связи. Уже проверенные временем гуманитарные миссии из Нерюнгри, Якутска, Москвы и Ростова-на-Дону выполняют одну общую задачу – помощь военным медикам. Сейчас мы ребятам положили, нашим медикам, нашим героям положили одежду для раненых. Там у нас тельняшки, брюки, зубная паста, щетка, бритвенный станок. Я нахожусь сейчас в нашем складе. Вот такой большой объем, но это мало на самом деле, потому что большая часть гуманитарной помощи уже развезена. Здесь в основном самое необходимое для наших ребят – это маскировочные сети, антидроновое одеяло, медицина, антидроновое пончо и все то, что необходимо нашим бойцам для выполнения боевых задач. На фронте главная надежда бойцов – это надежный тыл. Дополнительное снабжение поступает не только по линии опорных пунктов, но и общественных организаций, таких как Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов при постоянном представительстве Якутии при президенте России. Это, наверное, зов нашей души, потому что у нас и внуки, и сыновья, и деды, и прадеды наши воевали, защищали нашу родину. И я сама прожила на оккупированной территории Беларуси, знаю, что такое война. Вот, поэтому это просто от души мы хотим помочь нашим участникам специальной военной операции, чтобы они скорее вернулись с победой, живыми и невредимыми. Вот очень приятно, когда приезжают наши земляки, я их встречаю, провожаю. Вот, закупаемся, тут что-то делаем, ремонтируем, бывает, какие-то технику. Вот, в общем, движуха идет. Поэтому очень буду рад, если кто-то будет приезжать, при возможности буду встречать. Вот, будем делать какие-то добрые дела. Основная потребность полевых госпиталей и Медрот – это одежда для раненых, медикаменты, теплые одеяла, эвакуационные носилки, автомобили УАЗ и Нива, продукты питания и генераторы для обогрева блиндажей. Все это поступает в зону специальной военной операции от волонтерских организаций Якутии малыми партиями по личным заявкам от военных медиков, от тех, кто спасает жизни раненых бойцов на линии боевого соприкосновения.
Тугера Константинова, Виктор Олесов, Айтал Байтунов, Москва, Новоазовск, Ростов-на-Дону. В Якутии состоялся телемост ко дню освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков. Участники обсудили вопросы побратимских связей между Ржевом и Якутией. Организаторами мероприятия выступили администрация Ленского наследия-Намского улуса и исторический парк «Россия. Моя история». Подробности в сюжете далее. 3 марта – дата, которая для Ржева стала символом возрождения. В 1943-м город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Спустя десятилетия память о тех событиях объединяет всю страну. Форум в Якутске, посвященный годовщине освобождения Ржева, прошел с участием историков, поисковиков и молодежи Якутска, Ржева, Москвы. Мы с классом шли на мероприятие, там нам рассказали о доблестных наших героях. Для меня важно помнить то, что наши доблестные герои защищали нашу родину, и у нас очень много таких мероприятий в школе. Ржевская битва стала одной из самых кровопролитных в истории. Среди защитников города 1000 бойцов из Якутии. Многие до сих пор числятся пропавшими без вести. Поисковая работа продолжается и сегодня, постепенно возвращая все новые имена воинов. Поисковые работы начинались с 7 по 20 июля в городе Ржеве. В ходе поисков было найдено много интересных экспонатов. Находили каску бойца, все нашли, дуло пулемета МГ-34, много гильз, патронов. Во время беседы участники говорили не только о прошлом, но и о будущем. Обсуждали вопросы побратимских связей между Ржевом и Якутией, проекты создания Ржевского сквера в Якутске с установкой памятника прославленному снайперу, герою Советского Союза Федору Охлопкову, продолжение общей поисковой и мемориальной работы. Намский район с Ржевским районом работает с 80-х годов. С 90-х годов силами Намского улуса и Республики Саха-Якутия построена и увековечена имена павших наших земляков во время Ржевской битвы. Сегодня память о той победе звучит в голосах новых поколений. И пока города поддерживают связь по видеомостам, в поисковых экспедициях, в совместных проектах, подвиг тех, кто сражался за Родину, остается живым. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Серия отчетов правительства республики тем временем продолжается. Сегодня о результатах работы за прошедший год рассказали жителям автодорожного и Сесарского округов столицы. Рабочая группа представила исчерпывающую сводку от успехов в промышленности до строительства школ-больниц. Встречи с населением дают возможность гражданам задать вопрос лично представителям власти и сразу получить ответ. Больше всего горожан волнуют темы образования и жилищно-коммунального хозяйства. Город развивается. С каждым годом он становится лучше, красивее, удобнее жить в нем. Каждый год и дороги ремонтируются, и расширяются. Транспортом налаживается тоже связь. Так что оценка высокая, правительство работает отлично, я бы сказала. Состоялось заседание Постоянного комитета Госсобрания Илтумен по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации. Участие в нем приняла депутат Госдумы Российской Федерации Галина Данчикова. Посвятили совещание проблемам правового регулирования малого и среднего предпринимательства. Обсудив обширный ряд вопросов, касающихся реализации федеральной законодательной инициативы, Галина Данчикова сообщила участникам совещания: готовится плановый переход к новому налоговому режиму в рамках федеральных изменений, направленных на поддержку субъектов МСП. Она отметила, процесс перехода начнется постепенно, в ближайшие годы затронет введение понятия базового дохода, налоговую политику и развитие сектора малых предприятий. Через Галину Никентьевну, как мы в конце 2025 года вносили предложение, мы, наверное, успеем. Вот эти предложения должны выработать в очень короткое время. Мы все равно должны отрабатывать уже длинные планы, более стратегические. Об этом мы тоже проговорили. Я думаю, это не последняя встреча. Эти встречи будут именно в таком формате, будут чаще. В итоге этих совещаний получим хорошие предложения, которые будут обоснованы и отработаны и совместно с Галиной Никентьевной уже в изменения, в том числе и налогового кодекса или вообще мер поддержки нашего малого и среднего бизнеса.
Якутия тем временем продолжает обновлять парк медицинского оборудования. Летом прошлого года аппараты поступили в перинатальный центр Национального центра медицины. Новые приборы пришли на смену старому оборудованию сразу в 3 отделениях. Вероника Таюрская узнала, чем именно пополнился медцентр. Ежедневно в стенах перинатального центра Республиканской больницы номер 1 на свет появляется около 5 детей. Для комфортных родов в учреждении обустроено 5 залов. В каждом из них находятся специальные кровати с подъемным механизмом, операционные светильники и неонатальные столы. Летом прошлого года в родовом отделении, как и в 2 других, было обновлено оборудование по национальному проекту «Семья». Я родила до 7 февраля, 400 килограмм и рост 54. Все, хорошо чувствую себя. У меня были кесарево сечения, роды прошли хорошо. И все, ребенком все хорошо. Большое летнее обновление ожидало и отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных. На смену старым и массивным кувезам пришли новые и, главное, автономные мобильные боксы. Современное оборудование поддерживает оптимальную температуру и влажность внутри, а также позволяет следить за состоянием здоровья малыша, не вытаскивая его из своего домика. Кроме кувезов, обновление затронуло аппараты ИВЛ, УЗИ, гипотермии, шприц-насосы для инфузионной терапии. Новое оборудование у нас очень помогает, потому что есть режимы на вентиляцию, да, высокочастотной вентиляции легких. Помогает то, что у нас идет мониторирование, да, мы можем на расстоянии даже следить за гемодинамикой новорожденных. Очень много инфузоматов поступило, да, то есть мы можем соединять их и непрерывно введение инфузионных терапий очень, по количеству у нас объем очень большой стал. Национальный проект «Семья» предполагал обновление медицинского оборудования в реанимации для рожениц. 6 палат были полностью модернизированы. Под замену попали реанимационные кровати, мониторы для отслеживания важнейших показателей состояния пациента и ИВЛ. После обновления в каждой палате есть свой аппарат ЭКГ. Новое оборудование для проведения УЗИ стало более легким и мобильным, что позволяет перевозить его из палаты в палату. В отличие от предыдущего нашего оснащения, да, это, конечно же, это все новая аппаратура, которая отвечает всем современным требованиям. И так как мы являемся якорным центром в нашей республике, конечно же, мы были очень требовательны к запросам. И, благо то, что есть такие программы национальные, и очень хорошо нас оснастили. Нацпроект «Семья», инициатором которого выступил президент России Владимир Путин, позволяет обновить автопарк медицинских организаций, закупить и модернизировать технику на более современную, а также построить новые медицинские учреждения. В планах у Национального центра медицины продолжение обновления оборудования, но уже в педиатрическом центре и в консультативно-диагностическом центре. Вероника Таюрская, Виктор Дьячковский, Якутск. Фонд «Защитники Отечества» продолжает оказывать поддержку демобилизованным военнослужащим, а также семьям погибших и без вести пропавших бойцов. Инвалидов обеспечивают средствами технической реабилитации. Это трости, коляски, протезы, в том числе и спортивные, для тех, кто желает вести активный образ жизни. Фонд снабжает ветеранов боевых действий спецодеждой, а также помогает приспособить жилищные помещения под новые нужды. В целях адаптации жилых помещений нами оказывается содействие 33 ветеранам боевых действий, получившим инвалидность. Одобрены заявки на адаптацию 25 инвалидам. 14 ветеранам боевых действий завершили адаптацию жилого помещения, еще 8 инвалидам в процессе доставки оборудования и монтажа. В рамках своих полномочий работаем Центром протезирования «Ортомед Плюс». Производится доплата к электронному сертификату, выданному Социальным фондом России, если стоимость протеза по сертификату ниже фактической стоимости протеза. В Якутии стартовала акция «Молодежь против терроризма». В образовательных учреждениях проводятся встречи с экспертами, где школьники рассказывают о методах вербовки в незаконную деятельность и возможных мерах ответственности за участие. Лекции уже прошли в столице, Алекминске, Нижнем Бестяхе. Завтра пройдут в Жатайском техникуме и летном училище. О том, как прошла профилактическая беседа в 35-й школе города, расскажем в следующем сюжете.
Интернет-вербовщики и провокаторы с недавних пор сменили тактику. Молодым людям поступают предложения заработать деньги за поджог на железной дороге, в порту или на вокзале. И если раньше главной защитой была внимательность, то теперь еще и критическое мышление. Это категория населения, оно неопытное, оно амбициозное, они хотят утвердиться, самоутвердиться и, что, так сказать, не секрет, хотят заработать, быть финансово независимости. А здесь им предлагают, мы вам дадим 10 тысяч, 20, 30, пойдите сделайте то-то. Кто-то клюет сразу, а кого-то нужно обработать. Ребята должны четко знать, что представляют из себя эти угрозы, как им противостоять и что от них требуется в первостепенном плане. Во время лекции школьникам раздали памятки по распознаванию угроз и правилам поведения. К встрече также подключились кинологи, которые наглядно продемонстрировали, как служебные собаки ищут взрывчатку на объектах и рассказали о принципах своей работы. Каждая собака специализируется по своему профилю, то есть по поиску взрывчатых веществ, наркотических веществ. Ни одно массовое мероприятие не начинается с осмотра кинологического расчета из других силовых структур. То есть в наше неспокойное время работа с собакой, она в первую очередь необходима. Школьники с интересом наблюдали за работой профессионалов и проявили активное участие в беседе, задавая много вопросов. Лекция, кажется, достигла цели. О безопасности здесь теперь говорят не как о скучной обязанности, а как о жизненной необходимости. Мы узнали о том, как терроризм опасен в наше время. Нужно не доверять неизвестным лицам, не брать неизвестные номера. Как сегодня сказали, девиз сегодняшней акции «Доверяй, но проверяй». Для молодежи такие лекции являются возможностью получить знания, которые могут предотвратить большую ошибку. Ведь провокаторам больше не нужно личное присутствие. Им достаточно смартфона и доступа в сеть. Но, как показала сегодняшняя встреча, у подростков теперь тоже есть достойный ответ. Это знание и умение сказать «нет». Саяна Данилова, Виктор Дичковский, Якутск. В Якутии активно проводятся мероприятия по профилактике и борьбе с травлей в образовательных учреждениях. Проводятся специальные кружки, родительские собрания и беседы учеников с психологами. О том, какие меры предпринимают в школах и как защитить своего ребенка от травли, смотрите в сюжете далее. Сегодня во всех школах Якутска действуют службы примирения, где педагоги совместно со старшеклассниками ведут работу по разрешению конфликтов, возникающих в образовательной среде. Так психологи обучают школьников выявлять негативную среду в коллективе, правильно реагировать на разногласия и находить пути их решения. А учащиеся прямо вовлечены в процесс борьбы с травлей. У нас служба медиации работает с 2022 года. Есть определенные волонтеры среди старшеклассников, но начинаем мы уже конкретно, есть как кружок службы медиации, 6-7 класс. Мы детей готовим, знакомим с какими-то ситуациями, с личностными особенностями характера их, как они могут реагировать. И уже для того, чтобы они разрешали такие конфликтные ситуации уже более грамотно, в состав школьной службы примирения входит, куда входят и родители, и педагоги. И если какие-то серьезные ситуации у нас появляются, допустим, то мы разбираем, конечно, это все вместе. Также в столичных школах открываются почты доверия, через которые можно обратиться за помощью в трудных конфликтных ситуациях. В такие ящики обучающиеся родители или даже сами педагоги могут оставить письмо анонимно или по желанию подписав. Обращения тщательно рассматриваются, затем администрация школы, психологи и социальные педагоги предпринимают необходимые меры и предоставляют соответствующую помощь. Еженедельно мы вскрываем эту почту доверия, и те письма, те вопросы, которые там освещаются, мы продумываем тематику для того, чтобы довести для всех классов, разрешить эти ситуации. А если там ребенок или учитель или родитель, указывает свою фамилию, отрабатываем точечно. С приходом марта в Якутске начался ежегодный месячник по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и молодежи. Мероприятия также направлены на снижение уровня конфликтных и неблагоприятных ситуаций в образовательных учреждениях. Существует у нас служба социальной психологической поддержки молодежи. Они выезжают по школам. И мы, работники управления образования, тоже курируем данный месячник, чтобы все прошло на должном уровне, чтобы работа велась планомерно, консолидированно. Это рейды,
тестирование, диагностика по выявлению аутоагрессивного поведения. Специалисты ведут работу непосредственно как с школьниками, так и с их родителями. Ведь именно они играют одну из ключевых ролей в борьбе с травлей. Их поддержка и внимание могут стать решающими факторами в жизни ребенка, сталкивающегося с проблемами в школе. Как показывает статистика, в ситуации травли ребенок может выступить и в роли жертвы, или в роли агрессора. Если родитель заметил какие-то изменения в поведении ребенка, ребенок стал замкнутым, или любые изменения, лучше обратиться к специалистам, психологам, педагогам, психологам школ, либо в наш центр. Проблема травли в школах требует комплексного подхода и активного участия всех сторон – учеников, родителей, учителей и государственных органов. Меры, которые реализуются в образовательных учреждениях столицы, создают безопасную и поддерживающую среду. Главное, дети и родители должны знать, что не одни в трудный момент. Диана Антонова, Джулстан Иннокентьев, Якутск. В Ленинском районе состоялся оргкомитет по вопросам празднования праздника Баяная, который пройдет 3-4 апреля в селе Натора. В программе останутся традиционные конкурсы, но в этот раз члены комиссии отметили, шансы команд на победу в каждом направлении должны быть приравнены. Так, например, при сборке и разборке оружия должен быть использован для всех один и тот же макет-автомат Калашников. Также члены комиссии озвучили и пожелания участников добавить отдельно проведение гонок на лыжах, организовать для детей стрельбу из лука, разведение костра и добавить игру «Быстрый куб». При отборе участников должны быть и охотники, не только спортсмены, у которых имеется охотничий билет. В этом году будет ряд новшеств. Первое, то есть упор будет сделан на соревнования среди детей, для того, чтобы привить нашим детям, то есть традиционные, то есть мероприятия, то есть, которые распространены в том числе и активно в нашем районе. Во-первых, это, скажем так, первичные навыки охотника, это поведение в тайге, опросы, то есть, и получается, то есть, моя личная инициатива, то есть, это, скажем так, чтобы дети умели обращаться с огнем. В Якутске состоится премьера цирковой постановки по мотивам волшебника страны Оз. Жители и гости столицы смогут увидеть знакомую историю о девочке Дороти и ее друзьях Страшиле, Дровосеке и Льве, которые отправляются к волшебнику, чтобы исполнить свои мечты. Но теперь это будет не просто детская сказка, а настоящее цирковое шоу с элементами драмы. Подробнее о том, какой будет постановка, расскажет Лилия Бурцева. Мы находимся на репетиции новой цирковой постановки по мотивам истории «Волшебник страны Оз». На арене рабочая атмосфера. Артисты вовсю готовятся и отрабатывают сложные элементы. Техническая служба работает над оформлением, светом и музыкальным сопровождением. В зале пока нет зрителей, но уже понятно, что жителей ждет масштабный проект. Сюжет истории знаком многим с детства. Девочка Дороти, ураган, волшебная страна и дорога к изумрудному городу. Однако в новой версии акцент сделан не только на сказочности, но и на внутреннем мире героев. Для самих же артистов это совершенно новый формат постановки. От привычных выступлений к более драматическому и эмоциональному. Для нас это необычный формат, потому что здесь больше актерской игры. А мы все-таки цирковые артисты. Постараемся. Наша привычная работа – это просто рутина, тренировки, выступить и все. А тут надо прям постараться раскрыться, даже через себя где-то переступить. Руководит постановкой Сергей Потапов, режиссер театра и кино. Его работы хорошо известны зрителям. Каждая отличается глубиной и всегда вызывает живой отклик публики. Режиссер признается, что изначально зрители должны были увидеть постановку на сцене театра. Однако было решено поэкспериментировать и посмотреть на цирк с другого ракурса. Для простого обывателя, зрителя, он немножко ассоциируется с шоу-программами, цирковыми. А мы решили сделать такой подарок 7-8 марта для наших зрителей. Показать цирк с драматической какой-то стороны. Цирковая драма, мы для себя определили жанр этого представления. Вначале я хотел постановку сделать в драматическом театре. Потом все-таки подумал, что в цирке это было бы интересно, потому что волшебство, фокусы, какие-то полеты, это сложно в театре драматическом сделать, а в цирке это возможно.
Сейчас артисты продолжают репетиции. Впереди еще несколько прогонов и технических настроек. Премьера постановки состоится 7 и 8 марта. Именно в эти дни зрители смогут увидеть знакомую историю в новом современном формате. Лилия Бурцева, Виктор Дьячковский, Якутск. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.